Реконструкция республиканского стадиона идет по графику. Готовность объекта 85%. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал министр физкультуры и спорта Коми Виталий Савилов. Нет никаких рисков, что объект не будет сдан к предстоящему чемпионату мира по хоккею с мячом. 536 человек работают в 3 смены. Уже завершены наружные работы. На центральном и запасном полях установлены мачты освещения. На объект проведено электричество и тепло. Продолжается монтаж кресел на зрительских трибунах. Внутри идет отделка помещений. Республиканский стадион будет сдан в эксплуатацию строго в контрактные сроки, а именно не позднее 29 января 2021 года, заверил представитель подрядчика. Из конструктива осталось только смонтировать навес южной трибуны. Как вы видите, это уже проводится активно. До конца декабря полностью будет готово. Мы не видим никаких рисков, так как все оборудование у нас поступило на объект, здесь все материалы уже привезены и не видим рисков никаких. Кроме этого вируса, если что-то, который с самого начала у нас тут активно мешает нам. Ситуация с коронавирусом в Республике Эмирия остается крайне сложной. Из-за пандемии чемпионат мира этого года, который должен был пройти в Иркутске весной, сначала переносили на осень, а затем из-за отказа сборных Швеции и Германии Иркутский форум вовсе отменили. В Минспорта Коми не исключили повторение подобного сценария. Решение будет принято 1 декабря на Конгрессе Международной Федерации хоккея с мячом. Я думаю, именно на этом конгрессе будут уже так серьезно проработаны вопросы возможности влияния этой пандемии на наш чемпионат мира в том числе. Мы однозначно будем на нем присутствовать, чтобы этот вопрос контролировать. И мы ведем постоянные консультации с президентом Международной Федерации хоккея с мячом. Я абсолютно уверен, что чемпионат мира будет. Если будет вопрос в сроках, которые перед нами поставит Международная Федерация, то будем тогда оговаривать уже дополнительные сроки. Я не вижу рисков, что он будет, предположим, отменен. Подробнее о реконструкции республиканского стадиона и перспективах первого в истории Сыктывкарского чемпионата мира по бенди смотрите завтра в программе «Детали недели» с Александром Кузнецовым. Эфир в 8 вечера.